Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Также в нашей студии сегодня заместитель директора по науке и сохранению биоразнообразия Дилустан Дьяконов. Дилустан Михайлович, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. За организацию нашего эфира я хочу поблагодарить пресс-секретаря Национального парка «Ленские столбы». Это Виолетта Засимова. Большое ей спасибо. Во втором блоке у нас будет еще один гость к нам присоединиться. А говорить мы сегодня будем про мониторинг, учет белых медведей и бурых медведей. В первом блоке мы будем говорить о белых медведях. Я, конечно, неофит, чистый лист. Я совершенно ничего не знаю про этих животных. Я только знаю, что когда мы собираемся в лес, мы немного... Люди боимся, что, вдруг появится какой-нибудь медведь. Не белый, конечно, больше бурый, но тем не менее. И кроме того, что этих животных нужно охранять, и ваши специалисты этим занимаются, я тоже больше ничего не знаю. Поэтому буду внимательно слушать. Для наших телезрителей будут интересные фотографии, кадры с мест работы ваших специалистов. И, наверное, сразу я хочу слово предоставить Аркадию Анатольевичу и отдать вам бразды правления эфиром. Спасибо. Во-первых, хотелось бы сказать, что на самом деле та работа, которая проводится отделом науки нашего национального парка «Ленские столбы» на всех 3 территориях, это что касается и Медвежьих островов, что касается и Национального парка «Ленские столбы» и Национального парка Кыталык, безусловно, это одна из тех работ, которые является сегодня одной из важных задач, которые перед нами ставят и правительство Российской Федерации, и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Да. Безусловно, это задача по сохранению уникальных природных видов, да, животных, растений и так далее, и самой территории. Во-первых, конечно же, это мы уделяем огромное внимание тем объектам животного мира, которые занесены в Красную книгу и Международную Красную книгу. Это белый медведь на Медвежьих островах, это из птиц, это такие как кречет, да, это стерх, в том числе и на Кытылыке, и, безусловно же, это такие виды, как гусинообразный гусь-пискурка, который, безусловно, занесен в Красную книгу, и остальные виды. Поэтому задача отдела науки у нас огромная, и я сегодня благодарен и своим коллегам, и в первую очередь хотелось бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших коллег, которые мы работаем в соответствии с теми соглашениями, которыми мы подписали. Это и в первую очередь и Институт биологии, наш республиканский, да, который находится, и другие институты, Институт палеонтологии, Институт имени Северцева, и все Институт археологии, и мерзлотоведение, почвоведами тоже огромную работу проводим. Поэтому здесь, безусловно, без такой коллективной работы добиться таких результатов, наверное, просто невозможно. Это первое. Что касается той темы, которую хотели мы сегодня рассказать, это белый медведь, это символ Арктики. Сегодня хотелось бы, чтобы люди поняли, что Арктика не просто чистая тундра, или там какая-то арктическая пустыня, да. Там существуют объекты животного мира, которые являются объектами особой охраны, такие как белый медведь. И мы, безусловно, уделяем огромное внимание для сохранения его популяции и ежегодно мониторим численность этого объекта животного мира. А статистика такая хорошая? Есть огромная положительная динамика. Если, допустим, в 2020 году создался государственный природный заповедник Медвежьи острова и был передан в управление Национального парка «Ленские столбы», в тот год мы провели только осенний мониторинг. В 2021 году, когда весенний мониторинг мы провели, безусловно, родовых берлог, да, по родовым берлогам мы обнаружили, во-первых, там чуть больше 10, по-моему, родовых берлог. В 2022 то же самое количество было. В этом году
количество родовых берлог, которые мы обнаружили, составило больше 30 единиц, да, ну 33 точно, если быть так. Да, 33. Безусловно, это результат той работы, которую мы провели за последние 5 лет. И именно благодаря тем нацпроекту, который «Экология» был, благодаря поддержке министерства, мы создали там современную, хорошую инфраструктуру для проведения таких работ. В первые годы, конечно, ничего там не было. Мы, как выезжая на экспедиции, жили в балках, там 2 на 2, вмещались там 5-6 человек. Некоторые спали в трекалах и так далее на транспорте. Было, конечно, очень неудобно. Никаких условий. И работать на определенном протяженности, там, месяц, полтора, два, было практически невозможно. Безусловно, результат работы, которую мы начали проводить вот с прошлого и в этом году, дало именно такой хороший, именно та инфраструктура, которую мы там обустроили. Правильно. Чтобы помочь как-то белому медведю, да, и сохранить этот вид, нужно помочь сначала людям. Безусловно, инспекторам нужно создать условия для того, чтобы они жили, работали. Мониторинг белого медведя, да, любого вида, да, невозможно его за 10 дней провести его мониторинг. Абсолютно невозможно. А как это вообще проходит мониторинг? Что должны делать специалисты? Ну, во-первых, весенний мониторинг – это мониторинг численности родовых берлог. Сколько медведей залегло на территории заповедника и сколько малышей, медвежат, родилось в этом году. А как это вот учитывается? Они ходят и прямо смотрят и находят? Ну, есть места, где определенно залегает медведица для того, чтобы родить потомство. Это, ну, в большинстве случаев это склоны обрывов и так далее, где она ложится, и потом ее заметает снегом, и она там обустраивает берлогу, да. Поиск берлог в период мониторинга проходит наземным путем. Мы не используем в весеннем мониторинге родовых берлог никакой авиационной техники. И дроны вот это все не используете? Нет, дроны используем. Я имею в виду вертолеты и так далее не используем, потому что это огромный шок для маленьких медвежат. И никаких экспедиций с помощью вертолетов мы весной не проводим. Ну, во-первых, я сказал, почему это может быть для медвежат. Ну, представьте, это маленький комочек такой белый, да, пушистенький, только что на свет появился. И над ним прилетает такая машина, как Ми-8 МТВ. Там можно не просто инфаркт получить для объектов же маленького малыша, но можно на всю жизнь получить огромный стресс. Да и саму медведицу уже можно напугать. Ну, безусловно. И поэтому мы весной мониторинг проводим наземным путем на снегоходах и на трекалах. Мониторинг собой представляет объезд всей группы островов, береговой ее части, и острова полностью обследуются на предмет нахождения там берлог. А как ваши сотрудники не боятся? Ведь медведица будет защищать, если почуют человека своего. Ну, есть специально, как бы, ребята опытные, во-первых, да, прошли инструктаж, как это проходить. Мы, когда начинали, мы, безусловно, консультировались, советовались с нашими коллегами, которые работают на острове Врангеля. Те ребята, которые имеют огромный опыт работы в национальном парке Русская Арктика, на Шпицбергене, да. Поэтому в этом случае, благодаря той совместной работе и по обмену опытом и так далее, мы, безусловно, придерживались тех советов, которые нам давали наши коллеги из других национальных парков. Потому что без этого нельзя. Белый медведь – это хищник, и на самом деле он находится на вершине пищевой цепочки. Это секретная информация, да, и так нельзя говорить о том, как нужно себя вести. Нет, безусловно, нельзя подходить к медведю ближе, чем на 200-300 метров. Это абсолютно точно. А если он сам будет сокращать расстояние, увидит человека, почувствует? Ребята же находятся на технике, и это нужно покинуть, особенно это место, безусловно. Поэтому здесь используются все возможные, как бы, меры предосторожности, и мы используем такие средства, как фальшфейеры и ракетницы, для того, чтобы отпугнуть, допустим, медведя, который хочет наброситься на человека. В этом году, ну, обычные медведи, они как бы при виде человека сразу отходят, техники и так далее сразу отступают. Это те, которые мы встречаем при мониторинге, вот они уже ходят, это самцы, допустим, или самки уже с сигалетками, с прошлогодними детенышами.
они отходят. В этом году, на самом деле, очень много встреч было, и ребята сказали, что в этом году медведи были, на самом деле, почему-то вот более агрессивны, чем предыдущие годы. Не знаю, чем это обусловлено, надо это изучать, это может сказать только наука. Интересно. Поэтому будем изучать, но факт того, что агрессивный, медведь агрессивный, это, да, в моем понимании, допустим, да, это старый, больной, худой медведь, голодный медведь. Сегодня мы можем на 200% сказать, что тот рацион, та пища, которая сегодня находится на территории заповедника, судя по медведям, по их упитанности, это по пятибалльной шкале, все медведи идут на 4-5 баллов. А они там сами эту пищу находят или ваши сотрудники? Нет, безусловно, сами. Мы ни в коем случае не подкармливаем ни особенно хищников никогда. Это запрещено, потому что медведи должны добывать себе пищу сами. Но они тогда не должны же быть агрессивно настроены, они уже понимают, что эти люди им не причинят зла. Ну, есть, наверное, медведи какие-то факторы у медведей. Либо это молодой медведь, либо это медведь, который в период гона ищет самку, тоже может быть такое. Поэтому здесь как бы есть нюансы в этом плане. Ну вот я просто хотел дальше добавить, что на самом деле вот тот результат работы, который мы провели за 5 лет, та динамика роста количества родовых берлог, конечно, это не предел. Я уверен, что у нас залегает больше медведей, чем мы сейчас обнаруживаем. Это, во-первых, сегодня для того, чтобы точно определить точное количество родовых берлог и медведиц, которые залегли на территории заповедника, нужно находиться на территории от 2 до 2,5 месяцев безотрывно и постоянно проводить мероприятия по обнаружению. Но у нас в этом году, как никогда, во-первых, подвела ледовая обстановка. В архипелаге в акватории, в морской акватории были огромные торосы. Техника очень медленная и очень трудом пробиралась. Ломалась еще. Да, по территории были поломки, да. Погода была не очень, почти больше месяца там была метель, которая не давала обнаружить родовые берлоги. Прежде чем медведица выйдет из берлоги с медвежонком, она вначале немножко вот делает отверстие, чтобы продышаться там и так далее. И только после этого уже полноценно выходит. И когда она выходит даже, от недели до 2 недель она находится в берлоге для того, чтобы все-таки привыкнуть к этому. А пока она в берлоге и вот не делает это отверстие, там, получается, вообще воздуха нет? Она тогда вся закрытая? Она полностью закрытая, но через снег же воздух есть, медведица все равно дышит. Поэтому здесь как бы берлоги тоже, они сами по себе интересны. Они бывают трехкомнатные. Да вы они что? бывают двухотсекные, да, двухкомнатные. Как трогательно. Есть, у молодых части это одно, оно яйцеобразное. Я думала, только такие. Нет, есть и трехкомнатные. А как они так делают? Копают в снегу. А зачем они так делают, чтобы там своим детенышам места было побольше? Наверное, они меняют лёжку. Но это делают более опытные возрастные медведицы, которые приносят от 2 до 3 медвежат. А в это время медведь сам где находится? Медведь, он... Или у него своя берлога? Он не залегает вообще в берлогу. Есть временные лёжки, тоже мы обнаружили, там тоже порядка 10, по-моему, ребята в этом году обнаружили, временные берлоги называются. Это когда медведи, которые не залегают, не приносят потомство, это самцы или самки с яйцеклетками, они копают, залегают во временные берлоги для того, чтобы переждать непогоду. Это пурга, допустим, там 30-40 метров в секунду, да, такие вот. И они лежат и просто... Недолговременное такое. Да, временные лёжки называются они. Но они не такие большие, они не так оборудованы, как на самом деле. Но побывать вообще в берлоге, да, в берлоге белого медведя, это, конечно, там совсем другое ощущение. А вы прям видели, были? Я был сам раз в берлоге, и на самом деле... у меня цель была такая, если надо же почувствовать, как
Потому что наши ребята, вот сотрудники нацпарка, они на дело Nokia, они вынуждены зайти туда в любом случае. Для того, чтобы собрать эксперименты, собрать вот Биоматериал. весь биоматериал, для того, чтобы изучить, и какой популяции, чем питался, ну вот это вот все, чтобы изучить на анализы. Они все равно туда залегают. И как я могу от них требовать зайти в берлогу, если я сам там не был? Поэтому здесь, в принципе... Страшновато же. Ну, страшновато это было не то слово в Не первый то раз. слово. Да. Но все-таки, когда А ты какая она вот заходишь... по масштабам, если так? Как туда можно только заползти или прям можно вот Нет, чуть-чуть даже... она, вот те берлоги, в которых я был, одна была такой в форме яйца, но она была на самом деле высотой где-то 1,5 метра 20 где-то, а в ширину где-то в метр, наверное. Вот такая была. Ну, это Почти что квартира, сама правда? вот это. А вот сам туннель, там достаточно узкий был. Вот мне в зимней одежде было, ну, так, с усилием я пробрался туда. Да, жутковато такое замкнутое пространство. Но чувствуется, да, запах есть, все есть, и как-то это вот на самом деле ощущения такие. Но когда ты это сделаешь, уже как будто ты на Луну слетал. На самом деле ощущения такие. Ну, в принципе, я думаю, это нужно сделать. И жалко, что у нас сейчас Николая Викторовича Мамаева нету, нашего сотрудника и сотрудника Института биологии, который вот непосредственно в этом году и в прошлом году был руководителем этих экспедиций. А верно говорят это, или это такая просто легенда, что если ты увидел медведя, да, то ты вот как будто бы даже силу его взял? Ну, наверное, это правильно. И об этом, кстати, говорили те коренные малочисленные народы, которые проживали непосредственно там. А есть разница белого медведя или бурого медведя? Знаете, разница и всегда во всем есть. Это один как бы вид, но подвиды разные. Белый медведь это совсем другой. А кто сильнее тогда получается? Ну, белый медведь, он размерами больше, он намного выносливый, и он, как бурый, на зиму в спячку не залазит, он круглогодично ходит. Поэтому здесь как бы в умении выживать в таких условиях, как современный, ну, в Арктике, да, бурый медведь, он не выживет. Хотя, если говорить о буром медведе, мы потом на втором блоке о нем конкретно поговорим, то если раньше в арктических наших зонах бурого медведя, если не было, то сейчас он появляется, и появляется непосредственно на территории нашего заповедника тоже. И встречи бурого и белого медведя, безусловно, будут. И как они пройдут, это нам еще предстоит выяснить. Как они уживутся вместе на одной территории, это тоже как бы непонятно, я не могу ничего сказать, но тоже интересно, да, за этим это наблюдать. тоже интересный момент, да. Какая у вас работа интересная вообще, надо же, когда вот так глубже туда заглянешь, кажется, как прям увлекательно. Да, ну и, конечно же, вот наша цель, основная цель, которую мы сегодня преследуем на территории непосредственно государственного природного заповедника, это увеличить численность популяции белого медведя. Сделать все возможное от нас зависящее для того, чтобы тот рацион питания, который сегодня составлял для белого медведя, он всегда присутствовал. Хотя мы в этом году осенью инспектора наши обнаружили, зафиксировали кадр, когда белый медведь проверял сети и из сетей доставал рыбу. Значит, ее мало было? Нет, рыба есть, но медведь же он такой, он жирный, как бы он питается, да, в любом случае. Но в осенний период, когда нету льда, да, ему же трудно охотиться на тюленей. Вообще медведи же охотники такие, они со льда, по льду ходят по замерзшему. А что они в основном едят-то? Ну, основной рацион это тюлень. Надо же. А в этом году вот ребята обнаружили в прошлом году то, что медведи на мелководье ловили рыбу, давили гусей, которые сняли оперение, да, которые не могли летать. Как-то много меньше, чем тюлень. Как бы разрушали гнезда птиц, которые на скалах, да, гнездятся. Поэтому здесь как бы я уверен, что сегодня вот почему к нам приезжали много раз, но почти
10 секунд до конца вот первого блока остается. Ежегодно прилетали инспектора, ну, вот и сотрудники института. Уходим на рекламу, Да. продолжим через короткие 4 минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем. Говорим мы сегодня про наше достояние, про Медвежьи острова, про белого и бурого медведя, про Ленские столбы, конечно же, упоминаем. Наши гости сегодня директор национального парка Ленские столбы Аркадий Семенов. Еще раз вас приветствую. Заместитель директора по науке и сохранению биоразнообразия Дигустан Дьяконов. Здравствуйте еще раз. И к нам присоединился ведущий научный сотрудник Национального парка Ленские столбы Анатолий Попов. Анатолий Семенович, здравствуйте. Добрый день. Меня увлек наш первый блок, так много интересного, и я все думала, кого же нам пригласить к эфиру, а теперь понимаю, что нужно приглашать всех, потому что так интересно узнавать про то, как живет белый и бурый медведь. И второй блок мы будем говорить о буром медведе, но сначала немножко закончим еще то, что не успели сказать в первом блоке. И, Аркадий Анатольевич, я вам... Да, я вот не закончил, к сожалению, время закончилось, так быстро все прошло. Я именно хотел сказать, что сегодня вот те сотрудники научных институтов, которые работают с нами, да, институтом имени Северцева, институтом биологии, увидев, когда вот именно осенние мониторинги, да, обычно это на самом деле такой голодный месяц, сентябрь, октябрь, когда медведи, в принципе, на других территориях, опять же, по пятибалльной скале, они максимум на 3 балла, да, наши почему-то ходят 4-5 баллов. Почему, спрашивают, интересный момент. Потом-то выяснилось, что на самом деле медведи приспосабливаются тоже. Они переходят вместо тюленя основную пищу, переходят на более другую. Это на рыбу, это на лемминги, плюс это еще и гнезда и вот потом тех птиц. Китообразные же, да. Выкидывала. И интересная территория, акватория у нас, да, у нас уже 2 года. В прошлом году было 24-й год, и 22-й, по-моему, год был, или 21-й год. Мертвых китов приносило течением с моря. И вот вокруг, прямо на этом ките, там пиршество организовывали от 50 до 80 медведей белых. А если он мертвый, он может быть тогда зараженный? Да, нет, я не Это естественная пища белых медведей. Поэтому... А почему он умер тогда, вот этот вот? Я не знаю, разные факторы бывают. А вот не только же медведей нужно сохранять и охранять, да, как вид, там еще же вот вы перечисляли птицы, а если они будут, медведи, разорять вот гнезда тех птиц, которые тоже находятся в Красной книге? Ну, здесь мы уже ничего не сделаем. Мы вмешиваться в этот процесс природы не будем. Здесь, безусловно, если бы это было со стороны человека, безусловно, мы бы сделали все возможное для того, чтобы это все прекратить. Но здесь природные животные сами, здесь мы ничего не можем. Это же не можем сейчас мы каждого оленя, допустим, да, или каждого изюбра от волков охранять. Это их рацион. И здесь мы ничего не сделаем, как бы жалко не было. Это природный процесс, поэтому в этом плане, безусловно, это свои жизнь, порядки. Свои порядки, да. Поэтому вот так. За кадром мы поговорили о том, я думаю, что будет интересно нашим зрителям и слушателям всем, потому что скоро время, когда мы захотим отправиться в лес, провести время на природе, и наверняка не только я опасаюсь, вот, а вдруг там я увижу след медведя, да, значит, это медведь поблизости, и как вот себя защитить и быть в безопасности, что нужно делать. Я вот думала, что нужно развести костер. Оказывается, уважаемые зрители и слушатели, ни в коем случае его разводить не нужно, чтобы подпугнуть медведя, а нужно делать вообще совсем другие вещи. Мне вот рассказал Аркадий Анатольевич, давайте всем расскажем. Ну, абсолютно правильно. У нас сейчас на территории всей страны наступает пожароопасный сезон, да, уже наступил, можно сказать. И в такой период, находясь в лесу, разжигать костер это не очень хорошая идея. Нет, я не имела в виду, я имела в виду, что когда вы там палатку уже поставили. В том числе, когда ты идешь по лесу и когда ты встретишь медведя. Вообще поведение, когда ты идешь в лесу, безусловно, нужно обозначать, что ты идешь по лесу. Это одно из основных правил. Для того, чтобы медведь же это тоже как бы объект животного мира, который боится человека. Да, есть там другие маленькие медвежа, там более, или больной, голодный, опять же, да, это один другой факт. Но обычно медведи и волки, и вообще все, любой хищник, тигры в том числе, они когда знают, что вот присутствует недалеко человек, когда идешь
песни поешь, разговариваешь и так далее, громко обозначаешь свое присутствие. Они не хотят тебя встречать. Исключение голодные звери. Да, поэтому в этом плане, безусловно. Сегодня на рынке есть защитные средства, которые в виде аэрозолей, да, вот как баллончик газовый, который отпугивает медведей. Есть, для белых медведей мы принимаем фальшфейеры, да. Но это опять же в Арктике условиях. Ну да, это как маловероятно. Там как бы это помогает. Здесь пожароопасный сезон ракетницами, фальшфейерами тоже бы не рекомендовал пользоваться. Есть я уже прям про лето говорила, я уже этот пожароопасный сезон перешагнула. Другие методы отпугивания медведей. Ну и в конце концов есть как бы оружие для самообороны, да, которые можно стрелять резиновыми пулями. Это никто не запрещает, по закону это можно, любой человек может приобрести, и как бы, если он не уверен в других методах, можно с этими использовать. И все-таки это нужно, да, учитывать, когда ты отправляешься в лес? Да, конечно, нужно. Тем более у нас сейчас второй блок мы уже начали, и мы говорим о том, чтобы, как правильно, мы ищем способы для того, чтобы правильно вычислить количество бурых медведей. Потому что сегодня вот в рамках тех методических рекомендаций и зимнего маршрутного учета, который проводится по всей стране, для всех объектов животного мира, особенно лицензионных, да, объектов охоты и так далее, медведь в этот период-то спит. И зимой его по следам обнаружить количество практически невозможно. Что касается того, что мы вот предложили и в этом году опробовали, буквально вчера Анатолий Семенович приехал с этого мероприятия, мы предлагаем использовать, посчитать медведей с использованием дронов, авиации, с применением тепловизионных камер, да, фотокамер. Потому что сейчас, пока листва не раскрылась, да, пока лес еще можно насквозь все его видеть вот таким оборудованием, я думаю, реально можно посчитать количество медведей. И те места, где их больше? Ну, безусловно. И поэтому мы вот с начала года, прошлого года эта идея у нас была. Огромное спасибо ребятам, которые поддержали мою идею и, в принципе, реализовали. В принципе, если мы сейчас все это обсчитаем, результаты получим, составим методику, то я уверен, что этот опыт мы можем распространить по всей стране. Потому что сегодня никто не может сказать точное количество бурого медведя, которые находятся на территории и республики, в том числе и страны. Никто, кроме Анатолия Семеновича. Давайте дадим вашему коллеге слово. Добрый день. Ну, мы вот, как Аркадий Анатольевич сказал, да, начали вот такую идею, и эту идею мы решили перетворить совместно с другим научным учреждением. Это Федеральное государственное бюджетное учреждение, Федеральный центр развития охотничьего хозяйства Российской Федерации. Называется, да, находится в Москве. Они работают по урегулированию, научным исследованиям по охоте, по охотничьим ресурсам. И так как бурый медведь – это охотничий ресурс, и у них тоже достаточно много опыта работы А по что это животным. значит, охотничий ресурс? Охотничьи ресурсы – это все виды животных, на которых можно охотиться. И, а на него можно охотиться? На кого? А вот то, что вы говорите. На бурого медведя? Да. Да, это охотничий ресурс. Тоже занесен красный? Нет. Нет, только белый. На бурого медведя разрешается охота согласно разрешений, согласно выделенных лимитов и квот. И вот у нас получается совместный проект вот с федеральным, сокращенно ФНИЦ охота называется учреждение. Совместно вот с ними вот мы начали впервые вот это, да, и проект у нас как бы экспериментальный, потому что мы не знаем, как все это получится. Идея есть, но на самом деле, как это реализуется, пока еще не, в процессе, да. И мы это начали, к нам вот в начале мая прилетели 2 специалиста ФНИЦ охоты и со своим оборудованием, беспилотной авиационной системой, самолетного типа.
И вот мы 6 по 9 делали вот полеты на территории парка, национального парка Ленские столбы. Сделали две модельные участка, потому что вот самолет, он не может объехать по своим техническим данным всю территорию. Да? У него дальность полета 200 километров, то есть 100 туда, 100 обратно. И поэтому как бы для того, чтобы определить, как все это выглядит, как это возможно реализоваться, мы определили два модельных участка. Это один участок, местность Агдакун, это напротив села Еланка и Хангаласского района, да, и местность Устья-Ботамы. Вот в Еланку же часто ездят отдыхать. Нет, но это через реку. Самолет это летал через реку, потому что почему мы выбрали Еланку? Ну, вылеты производились с местности между Еланкой и Лухананом через реку, потому что там высота позволяет. То есть для полетов необходима высокая территория, открытая местность. И вот мы выбрали там хорошую местность Пашня, открытая, да, и запускали оттуда самолеты через реку. И самолет доходил вот до местности Агдакун, там, ну, и до Устья-Ботамы. Две модельные территории было. Пролетели в общей сложности свыше 1000 километров. Но по территориям сейчас пока обрабатываются, да, точные площадки сейчас пока не можем говорить, размеры, да. Так произвели съемки мы с помощью там аппарат, который делает фотоснимки, также видеосъемка делалась там, и видеосъемка с тепловизором. 3 как бы вида сделали. Все это у нас сохранилось. Также мы пытались в режиме реального времени все это наблюдать. При видеосъемке у нас были такие моменты, что вот как бы вроде бы казалось, что это медведь, да, бурый медведь, но точно не определили. А вот там, где вот открытые места, где пашни были, лошади ходили, они точно как бы хорошо просматривались, да, видно было. И фотоснимки мы выборочно как бы смотрели фотоснимки после съемок, и очень хорошее качество фотоснимков. Лес, он без листьев, да, лиственничный лес, он очень насквозь проглядывается, все там. Все вот эти деревья, даже вот видели, вот где песчаные части леса, да, там следы зверей очень хорошо просматриваются, следы медведей даже было. И там мы обнаружили также, и, скорее всего, точно берлога, была как бы яма, и она была вырыта, как будто там изнутри вырытая, да, и скорее всего это берлога, но это также еще должны определить натурные работы. Это все нужно для того, чтобы знать, ну, более-менее, да, где эти медведи обитают, какое количество. А тогда вы даете, что ли, наводки охотникам, которые на них охотятся? Нет, это вот на территории национального парка. Это абсолютно не так. Мы никакие наводки не даем. Во-первых, мы работаем на территории национального парка. Это особо охраняемая территория. Там нельзя охотиться? Нет, конечно, это во-первых. Во-вторых, ту работу, которую ребята провели, нам предстоит, действительно, это впервые мы сделали, да. Мы хотим предложить и разработать методику учета бурого медведя, потому что действующая методика, она основывается на встречах, на увиденных следах и так далее. Но это абсурд, на мой взгляд. Анкетный опрос. Да, анкетный опрос. Кто-то видел там следы, кто-то на этой территории. Сегодня, по результатам той работы, которую ребята сегодня провели, нам необходимо будет обработать то количество фотографий, которые они сфотографировали. А там, наверное, порядка... Там тысячами. Не десятками, а может десятками, может сотнями тысяч фотографий, да, которые необходимо обработать. Это первый момент. Второй момент, что необходимо сделать, это нужно научить искусственный интеллект определять, лось это стоит или это бурый медведь. Поэтому работа на самом деле только началась. И этим годом она не закончится. Мы, безусловно, будем работать, и эту же работу проведем и на следующий год. Возможно, осенью, в период до залегания медведя, в октябре, когда листва опадет, еще раз эту работу проведем. Это необходимо делать. Тут одним разом это результат и методику просто так создать, разработать невозможно.
Это нужно годы, 2-3 года проработать. А чтобы научить интеллект, нужно, чтобы искусственный интеллект как можно больше фотографий обработал, и тогда мы уже конкретно узнаем, сверху уже можно в программу те фотографии закладываешь, и уже конкретно определяешь. Мы это уже проходили, мы это делали вот в 23 году на Медвежьих островах, когда, используя авиационные системы, тоже беспилотные летательные аппараты, посчитали, применили их в осеннем мониторинге численности белого медведя. И тогда был огромный прорыв. Если раньше мы насчитывали 50-60 медведей с вертолета, то с использованием вот современной аппаратуры и с применением искусственного интеллекта в 23 году на территории заповедника было посчитано 176 медведей. Это почти в 3 раза больше количество медведей мы обнаружили. Потому что человек, когда вот счетчики считают, люди и с иллюминаторов высчитывают, мы можем проглядеть огромное количество медведей. А камера, она не проглядит. Да, фотоснимок, она как бы четко определяет. Сократятся тогда у вас количество сотрудников при том, что Нет, ни в коем случае. Здесь ни о каком сокращении речи не идет. Это научная работа. И я уверен, что это будущее. Цифровизация, о чем говорят на всех уровнях власти сегодня по всей стране, она должна быть. Но она ни в коем случае не должна сокращать рабочие места. Обрабатывать фотографии – это искусственный интеллект. А компьютер включать без человека все равно не включишь. Рустам Михайлович у нас сегодня почти ничего не сказал, а мы уже заканчиваем. Но действительно, эта работа очень серьезная сейчас предстоит нам, да. Вообще у нас заключено 24 соглашения с научными институтами, со всеми ведущими научными институтами, в том числе вот в НИИ Охота. И главное, вот сейчас ребята обработают, и действительно, вот Аркадий Анатольевич сказал, с применением искусственного интеллекта это будет все проводиться. Поэтому мы рассчитываем на хороший результат именно вот в части мониторинга бурого медведя. Да, в будущем и зимний маршрутный учет можно будет отменить, и по этой методике вообще точное количество каждой особи знать на территории. Это касается и охотхозяйственных участков. Там можно других. применять и на копытных, это как бы Конечно. на всех можно применять. И также... Время, да, уже подходит? Нет, у нас минута остается, можно вот закончить. Да, вот. Или резюмировать то, что вы сказали. Ну, там еще совмещаем, да, другие работы. У нас еще есть проект, да, вот спутниковый ошейник на медведя, как бы, да, хотим провести работу и определить ареал обитания, время, как он передвигается и так далее. И это все совместить вот с этими работами по работе авиасъемкой. Как бы все это совместно будет. Спасибо вам большое. Все равно как будто бы времени не хватило, да можно говорить бесконечно. Мне больше понравилось про белого медведя. Про бурого я что-то не очень поняла и немножко расстроилась, что на него можно охотиться. Почему-то я думала, что нельзя. Вам спасибо за то, что нас пригласили, за то, что вот мы здесь рассказали хоть немного о той работе, которую мы проводим. Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, берегите себя и берегите природу. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.